Республика Коми вышла на возможность использования оленины в школах, больницах, детских садах, чтобы обеспечить питание здоровой продукцией в этих учреждениях. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба по результатам рабочей поездки по республике зампреда правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. По словам главы региона, проект по развитию северного оленеводства и реализации достаточно большого объема экологически чистого мясного продукта северной оленины получил поддержку правительства России. Напомним, в Приполярье заготовка мяса северных оленей завершилась еще в середине января. Убойная кампания проходила чуть больше месяца. Интинские оленеводы потрудились на славу. В этом сезоне агрокомплекс смог нарастить объемы и в очередной раз улучшить показатели. Предприятию предстоит переработать и реализовать 186 тонн деликатесного мяса. Убойная кампания 23-24 года начала производиться 7 декабря и закончилась 13 января 2024 года. То есть период был около месяца. Очень, конечно, неудобно, что это все пришлось на новогодние праздники и на рождественские, но все было успешно выполнено, было забито с Интинского, Петрунского, Абельского подразделений 5600 голов, что на 18% больше, чем в прошлом году, учитывая и частное поголовье в этом году, то есть... В общем-то, по сравнению с прошлым годом, такое существенное прибавление у нас получилось по мясу и по количеству оленей. У нас в этом году забивалась еще и Абись, мы оказывали услуги, в связи с тем, что у них неподготовленный там забойный комплекс. Тоже стада пришли уже в 2024 году, и мы произвели забой. И благополучно все это сейчас сложили на наши склады. Конечно, очень плохо, что географическое положение нашего убойного пункта таким образом, что нам приходится ждать, пока замерзнет река Уса. До этого олени топчутся как бы. Это, кстати, единственное хозяйство в республике Коми, где олени не приходят сразу из тундры, а вынуждены перед переправой этой как бы стоять. Ну, в общем-то, все сложилось как нельзя благополучно. В общем, убойная кампания, она прошла достаточно нормально. Убойная кампания завершена. Впереди огромная работа по переработке мяса и сбыту оленины в разные регионы нашей страны. Интинский агрокомплекс постепенно развивается и модернизируется. Благодаря проекту «Народный бюджет» общество с ограниченной ответственностью «Интинское» смогло обустроить сети холодного и горячего водоснабжения цеха глубокой переработки мяса. Также проведена теплоизоляция стен холодильных камер и ряд других ремонтных работ. Закупается новое оборудование. В следующем году планируется приобретение технологического оборудования в цех глубокой переработки мяса и оборудования для утилизации отходов. То, что касается продукции, мы закупили на Интинское в этом году новое пищевое оборудование. Тем самым расширяем линейку своей продукции, качество улучшаем за счет этого оборудования. Готовы поставлять мы, конечно, и в город, и в детские учреждения города свою продукцию. Также успешно реализуется это все за пределами города Инты. Это Ярославль, это Санкт-Петербург, это Москва. В общем, достаточно успешно продукция расходится. Ну, вместе с тем, конечно, нам не надо забывать о том, что надо все-таки вкладываться достаточно серьезно в развитие северного оленеводства. То есть надо производить землеустроительные работы, надо производить геоботанику, потому что это очень важно. Это все пастбище, где выпасаются наши олени. Они должны быть строго разграничены. Мы должны понимать, какая там кормовая база, насколько она питательна. Все это связано с итогом прироста веса оленей. Вот. Также мы в этом году
опять же, целых улучшения. Построили все-таки кораль для пересчета в районе реки Лёг-Нерцета, что очень благоприятно повлияло на время проведения забоя. То есть мы там отсортировали оленей, которые как бы не надо было здесь собирать в единое там большое хозяйство, а кусочками поразделяли. С 2018 года Инта-Приполярная является племенным репродуктором по разведению северных оленей ненецкой породы. Агрокомплекс строит грандиозные планы на будущее. Но есть проблема с кадрами. На данный момент на предприятии трудится около 40 оленеводов. Большинство специалистов – выходцы из семей потомственных оленеводов, вся жизнь которых тесно связана с тундрой и северными оленями. Пенсионеры постепенно уходят на заслуженный отдых, а молодежь не готова отказаться от благ цивилизации и идти работать в тундру. Дети оленеводов часто наведываются к родителям, помогают, но сами предпочитают жить и работать в городе. Ведь каким бы привычным ни был уклад жизни для оленевода, как бы ловко он не управлял стадами, нужно понимать, что это все-таки невероятно тяжелый труд в сочетании с крайне суровыми условиями проживания. Самая большая проблема, вот, которая сейчас в этом направлении, это отсутствие кадров. Но я надеюсь, что при помощи республики мы написали ряд писем туда на поддержку молодых оленеводов. Те, которые вот, могут устраиваться к нам на работу, понимая, что у них будет поддержка, там, вот, как раньше было, подъемные деньги, достойная зарплата в начале. Тем самым мы сохраним это направление. Потому что другого пути нет. С кадрами оленеводчиками большая проблема. Пенсионеры уходят, молодые люди, почувствовав вкус цивилизации, не особо стремятся. Поэтому вот одна из задач – обеспечить им условия достойной работы и достойную зарплату. Всего в Приполярье оленеводством занимаются 4 сельскохозяйственных организации. Агрокомплекс «Инта-Приполярная», Общество с ограниченной ответственностью «Интинское», «Абись», «Петруньское», а также несколько частных крестьянско-фермерских хозяйств. Все заинтересованы в наращивании поголовья животных и развитии отрасли. Но это возможно только при государственной поддержке, говорят оленеводы.